Салям алейкум, дорогие телезрители. В прямом эфире телеканала АТР, как всегда, по средам в это время программа «Крымский вопрос». И сегодня я очень рад, нет, даже не так будет правильно сказать, я счастлив представить вам нашего гостя, народную артистку Украины, народную артистку СССР и героя Украины Аду Николаевну Роговцеву. Салям алейкум. Вот Ада Николаевна заговорила по-крымско-татарски сразу. Скажите тогда уж сразу вопрос, а что у вас связано с Крымом лично? Знаете, вот если есть какие-то такие щемящие потери, то это Крым. Потому что, во-первых, Крым — это мечта. Во-вторых, Крым была осуществленная мечта. В-третьих, снова Крым — мечта. И хочется, чтобы, если не у меня она осуществилась, то у моих детей и у моих внуков. Потому что нет такого вдоха сладкого, как вдох в Крыму. Переступая вот эту границу, и нет такого, наверное, пейзажа, который бы так радовал и был так разнообразен и так прекрасен, как крымский. И нет людей, я имею в виду татар, которые были бы так доброжелательны и так открыты, и так трагически сосредоточены вот на том, что надо отстоять. Почему-то нужно обязательно в борьбе завоевать, отстоять. А что? Ценности, жизнь, рождение детей, любовь, верность друг другу, верность Господу Богу. Понимаешь, вот это, оно очень-очень ощутимо. Вот у меня это живет как, вот как любишь ребенка, как любишь маму, как любишь свою родную землю, так вот любишь и Крым, все, что с ним связано. У меня с ним связана вся моя жизнь. Потому что, я не буду уж говорить далеко заглядывать, что действительно далеко. Я живу долго на свете. Я с самого начала стала сниматься в Крыму. И лучшие мои картины снимались в Крыму. И «Салют Марии», «Укрощение огня», и «Вечный зов». Все это было связано с Крымом. Крым же — это большая киностудия, в принципе. Там же есть любые пейзажи, все мы угодно, снимали, да. И поэтому вот профессиональная моя киношная жизнь связана с Крымом. Но самое главное, что она у меня связана и театральная моя жизнь. Я играла все свои роли, почти все свои роли, которые были у меня в театре. Я переиграла, мы приезжали на гастроли в Симферополь, Севастополь. А затем мне был подарен судьбой последний год перед трагедией крымской, перед его завоеванием, перед этой аннексией. Так сложилось, что я была там и с гастролями театральными, а это были уже режиссерские работы моей дочери Екатерины Степанковой. Мы сыграли 2 спектакля, и это было замечательно. И я снималась. Последняя моя картина, это уже совсем впритык было. Мы снимались с Джигарханяном, там снимались в картине. И самое главное, так вот там получилось, что ребятишки из Балаклавы, 2 ребят, они на всякие были мои поклонники. И мы провели почти по всему Крыму. Только в Старый Крым я не добралась. Вот в Коктебель, вот туда мы не добрались. Я сыграла творческие встречи. И вышла моя книжка «Свидетельство о жизни», которая была презентована. И я ее презентовала по всему Крыму. Я имела радость, и удовольствие, и счастье снова, во-первых, побывать в тех местах, которые я безгранично люблю, и встретиться с людьми. И, вы знаете, это было очень доброжелательно. Вот я хотел спросить, как вас встречали? Какие у вас последние воспоминания о Крыме до аннексии? Это было о людях? Очень доброжелательно в том, что касалось аудитории, перед которой я выступала. Это я подписала сотни книг. Я говорила с людьми, потому что каждый, кто подходил брать мой автограф, хотел рассказать о себе. Понимаете, то, что я уже о себе все рассказала, и вот все, а люди подходили, а вот я, смотри, и вот мне пытались, значит, что-то такое рассказать, свою историю, свою судьбу, свою биографию. И у меня ведь какая есть боль.
Это я могу сказать, вот закинуть Украине. Когда татары вернулись и стали вот обустраиваться в Крыму, у меня все время болела душа. Почему им не отданы, во-первых, то, что им принадлежало, ну хотя бы рядом. Почему нужно отдать самые худшие земли? Ну, гнали в степь людей, подальше от Почему? побережья. Ну, Почему? потому что земли дорогие. Ну, цинично рассуждая, земли дорогие, ну, татары подожди, враги, там, я подожди. не знаю, Нет, так головорезы. для кого там. они враги, Когда головорезы? моя бабушка переезжала в Крым, я вам расскажу, это 80, наверное, 88 год, да? Да. И мы едем с сестрой к бабушке в сторону Бахчисарая, и таксист, обычный мужичок, разговаривает с пассажиром, который сидит впереди. Говорит, вот вы осторожнее здесь, татары приехали, они нас всех перережут. И я, сидя сзади на сиденье, говорю таксисту, я не режу вас, и сестра моя не режет никого. То есть вот так готовили людей, понимаете? Такая была идеология и пропаганда уже тогда антитатарская. Знаете, у меня началось вообще вот такое как бы и возвращение, освобождение, и возрождение вот всего татарского как бы менталитета, когда Евтушенко выступил. Почему? Расскажите, интересно. Потому что Евтушенко был, по-моему, ну если я что-то не вру, вот это можно было... А это на съезде народных депутатов еще тогда было, да? Это было очень давно, когда вот шестидесятники, он же написал целую там огромную поэму, и он, по сути, для меня вот проблему татарскую, мы же все были темные, мы же ничего не знали по истории, нам же все это было закрыто для нас. И вдруг Евтушенко выступил в защиту татарского народа. Это вот вы, если вы поднимете, посмотрите, потому что я не ошибаюсь, потому что это было какой-то отправной точкой в моем как бы сознании и мировоззрении, понимаешь? И я была очень внимательна к тому, что происходит, очень внимательна. И когда я приезжала и видела, что людям не только не помогают, а мешают, как только могут. Когда человек там что-то построит, а это разрушено, потому что, оказывается, он там на 2 метра куда-то отошел или пришел. И мне казалось, что это было преступлением. Ну вот, мне, может быть, это стало одной из причин вот такое отношение властей при тех властях украинских, да? Да, ты понимаешь? Причиной того, вот, о чем мы сейчас, собственно, и говорим, об аннексии и так далее. Да, и горюем, понимаешь, потому что так нельзя. Если ты говоришь, я за то, чтобы вы вернулись на свои исконные земли. Я за то, чтобы каким-то образом искупить то преступление, которое было совершено по отношению к народу, то нужно что-то делать для того, чтобы ему помочь возродиться. Но смотрите, в итоге, конечно, крымские татары, я понял, что вы знаете крымских татар, да? Да, это очень самостоятельный народ, который не привык рассчитывать на подачки государственные, да? Да. Все сами, выживать в любых условиях. Вот крымский татарин на Луну высадит, там будет жизнь. Да, трудолюбивые и открытые очень люди. И вот 23 года прошло, уже многое получилось, уже выросли дети, рожденные в Крыму, чего не было 2 поколения, да. И уже все почти у людей получилось, да. И единственное, что не сделала Украина тогда, но она и не могла, наверное, сделать это при тех властях, это решить вопрос о крымско-татарской автономии в Крыму, который гарантировал бы права коренного народа на его родину и так далее. Да. И этот вопрос, вы, я знаю, следите за новостями, он до сих пор даже украинской властью не решен. Вот как вы к этому относитесь? Я с ужасом на это смотрю. С ужасом, потому что... Ну, я не понимаю, понимаешь, какая штука, когда немцы пытаются любыми путями попросить прощения за то, а это уже поколение уже... Да, до сих пор все то же самое. Они все время просят прощения. То как же не попросить прощения здесь, когда это совершенно... Я тебе скажу, оно настолько там у них укорено, что я, когда нас повезли вот в Бахчисарае, повезли вот по этой там горе туда, где стоят вот эти еще с войны какие-то эти бойницы и все. И везет мужик тоже, вот таксист, и начинает рассказывать, водитель, и начинает рассказывать, что вот татары-предатели здесь привели немцев, здесь татары-предатели. Я говорю, тихо, давай, подожди, одну секундочку, замолчи, пожалуйста. Замолчи. Вот говори все, что угодно. Говори о войне, говори о нацизме, говори обо всем, но не говори мне о предательстве татар. Это их земля. Их земля, и здесь были люди, которые не освобождали их, а продолжали бесчинствовать и продолжали угнетать народ. И это не немцы, они еще не дошли. Ну вот, видите, а сейчас как бы вот люди, которые так думают и так высказываются, да, они, в общем-то, находятся у власти в Крыму сейчас. И я сегодня смотрел статистику, растет количество нападений на крымских татар. 2 недели, неделю назад пропала девочка, 16 лет, вышла из дома,
пошла в школу. Ее нет. По российскому телевидению сейчас везде показывают всякие шоу про то, как якобы в Берлине кто-то напал на русскоязычную девочку, живущую в Берлине. Нет никаких доказательств. Полиция заявляет, что она дома, что был там какой-то инцидент, но не связанный с насилием. А здесь пропала девочка, Да, а здесь пропала не важно, девочка да? бесследно, и ничего. И не важно, да? И ничего. И не важно. Сегодня Портников написал статью очень интересную. Я ее... Портников молодец. да, он блестящий публицист, конечно. И вот именно он написал, что русскоязычная девочка и татарская девочка, крымско-татарская. То есть крымские татары там, в Крыму, к ним относятся как к народу лишнему. То есть вернулись те годы, о которых мы с вами начинали говорить, когда татар выгоняли на пустыри и так далее. Вот. Как поддержать морально татар? Что им сказать в этой ситуации? Ну, мне кажется, что, в общем-то, не только вот общественность Украины, мировая общественность должна вступиться и должны вот во весь голос говорить, говорить и говорить о том положении, в котором оказались эти люди. Может быть, это, ну, как вам сказать, может быть, до того времени, пока освободится Крым, это и притормозит вот такое отношение у русских властей, понимаешь? Потому что нужно воздействовать на людей. Я вот была, когда последний раз, я еще раз говорю, аудитория прекрасная, много татар было на моих встречах, все замечательно. Но я захожу в ресторан, и хозяйка ресторана мне начинает петь вот эти песни, понимаешь, что вот приехали татары и все. Я говорю, подожди, они не приехали, это ты приехала. Почему даже этих людей не спрашивают? Я говорю, это они говорят сами. Это ты приехала, а не они приехали. И нужно уважать дом, порог которого ты переступаешь, а не диктовать здесь свои условия и все. Она на меня смотрит, как на сумасшедшую. Таточка Николаевна, я вас так люблю, давайте не будем... Что вы ерунду говорите, давайте да? об этом не будем говорить, да, слышишь? То есть это пробиться с этим нельзя. Но это не значит, что не нужно пробиваться. Нужно пробиваться, нужно говорить, чтобы люди хотя бы понимали, что нельзя памятники деда, бабы, вот стариков этих снимать с татарского кладбища и класть себе ступенькой на крыльцо своего дома. Или еще хуже, в туалет. Этого делать нельзя. Ну, может быть, вот это сделали после войны, после депортации, да? Понимаешь? А сейчас по-другому. Сейчас на стенах пишут там татары вон из Крыма, поджигают мечети По и так какому далее. праву? Вот почему люди... Надо добиться вот до сознания людей, что это Богу не угодно. И Аллаху не угодно. Это никому не угодно. Этого быть не может. Эта земля принадлежит этим людям, этому народу. Если и бы... будьте любезны, уважайте, чтите, почитайте этот народ. Понимаете, Анна Николаевна, это наверняка поймут в Украине, но вы как бы адресуете это свое послание к людям, которые сейчас живут в другой атмосфере, и вам она хорошо знакома, потому что... Знакома, что я с этим сталкивалась. У вас коллеги, ваши друзья, актеры российские. Что случилось-то с ними? Что произошло? Они-то, с ними-то что? Ты понимаешь, как штука вот произошла? Настолько все запутали вот в Советском Союзе, настолько все перепутали и людей, и народы, и настолько забили, заидеологизировали людей, что они решили, вот сейчас не о татарах говорим, про украинцев поговорим, они считают, что Украина и Россия один народ. Ну почему это один народ? Один чуть ниже, чем другой. Да, ну это понятно. Вот. Культура не та. Да, язычок смешной. Язычок очень, смешной. Это масса вещей, таких, которые они не принимают. Но они считают, что мы один народ. И что это такое? Почему? Куда это они? Куда это? Что в стране происходит? Я с этим сталкивалась, потому что мои же коллеги иногда говорили, ну как там у вас с вашей незалежностью? Они даже им не стыдно. Ну, это, наверное, специально так Ну, так я же и говорю, специально они это делают. То есть независимость – это плохо. Самостоятельность – это плохо. Почитание своих традиций – плохо. Своего языка, своей культуры – это все плохо. Своей истории – это, оказывается, плохо. Где это, когда сказано было, что это плохо? То же, что происходит сейчас с татарским народом. Анна Николаевна, бог с ним, с государством, с российским. Там пропаганда, понятно. Но за что вас коллеги-то прокляли? Бандеровкой там называют и так далее. Ведь много наверняка таких людей, с которыми всю жизнь там общались, снимались в одних фильмах, выходили на одну сцену. Вы с кем-то еще общаетесь в России? Нет. Все? Но я не могу общаться, потому что я не хочу подставлять людей.
подождите. Потому что если они со мной общаются, они уже впадают в немилость. Нет, подождите, с вами боятся общаться? Вы так хотите культурно сказать? Конечно. Я проработала в России 60 лет. Потому что с 18 лет, мне сейчас 78, я с 18 лет работаю в России, снимаюсь. Да многие даже не знали, что вы украинская не знали, актриса. что да, считают, что я Настолько вы, да, везде русская актриса. играли. Так получилось. Я работала в Украине, и все время, значит, меня приглашали, я работала в России. Поэтому у меня очень тесные и родственные, нежные совершенно связи с теми людьми, с которыми я проработала бок о бок не одно десятилетие. Понимаешь, сейчас? Это не выбросишь. Но когда сейчас люди считают, что я предала, вот она здесь все получила, и популярность, и, значит, проработала, и заработала, и все что угодно, а она переметнулась, не понимая одного, что я никуда не металась. Я всегда была украинкой, я всегда была очень-очень национальный кадр в Украине. Я люблю и знаю язык, и культуру, и историю своей страны, своей земли. И получаю приглашение в свое время, когда я была молодой и востребованной очень. Я пригласила почти от всех московских театров приглашение. Я никогда, тогда же я не согласилась, даже не сейчас я не согласилась, потому что у меня здесь могилы, у меня здесь земля, у меня здесь родина. Почему понятие Родины так сейчас как бы поднимается в России на совершенно гиперболизированную уже такую какую-то масштабы и неуважение к Родине вашей и к Родине моей? Понятие Родины никто не отменял? Но, понимаете, каждый родину по-своему представляет. Вы представляете себе родину Украину. А может быть, ваши коллеги, там, Валентин Гафт или кто-то еще представляет Родину. Это вот мы здесь, вот самое главное, и мы можем... И как бы имеем претензии на все соседние земли. Нет, да? это же у разумного человека, у верующего человека быть не может. Подождите, но не в мозгу, а тем более уже не говорим о душе. Вы очень культурный, воспитанный человек. Вы просто не хотите правду сказать. С вами не общаются ваши коллеги? Совсем перестали из России? Ну, это не потому, что я не общаюсь. Я же тоже с ними не общаюсь, в смысле, я не делаю этот свой ход из-за того, что я не хочу их подставлять. Ну, понимаете, но кто-то вам хотя бы звонит и говорит, что я вот не могу публично сказать, но я вот за Украину и за правду. А звонки прослеживаются. Вот так вот даже. Да. Я уверена в этом, особенно уже такие. А, вы же бандеровка, я же забыл. Да, вы же преступница, международный террорист. АТОшница, да, я АТО езжу, поэтому это, значит, уже нехорошо. Я госпиталям помогаю. Ну, действительно, помогать своим солдатам, это, конечно, большое преступление. Да, это нельзя. Нельзя. Нельзя, раненому нельзя помочь. Нельзя, надо пристрелить, понимаешь? Надо уничтожить. Вот получилась такая... Оказывается, проукраинская артистка. Это такой грех огромный. Ну, страшно. Иметь принадлежность и отношение к своему народу, к своей крови – это нехорошо. А вас кто-то шокировал, особенно из российских актеров, своим поведением в отношении Украины? Охлобыстин. А вы знаете его? А? Вы знаете его? Нет, я не знаю, но вот он меня шокирует. Ну, это самый, как бы, экстремальный вариант, скажем да, так. понимаешь, вот меня это как-то... Потому что Валя Гафт, я когда вот говорила книжку, я написала «Свидетельство о жизни», то у меня предисловие Валина. Я его очень уважаю, его очень люблю. И я послала ему рукопись, чтобы он, значит, вот... И он мне прислал, и мы по телефону говорили, он говорит, да, с радостью, с восторгом я это скажу, боже, какой ты молодец, тара-пара, растопыра. И написал прелестное совершенно предисловие к моей книге. И Валя же поначалу был как бы на нашей стороне. Ну, так казалось, по крайней мере. Валя стар. Валя очень болен. Оставим его в покое. Ему нужно жить. Хорошо. Мне так кажется. И очень многим хочется жить. Очень многие руководят большими коллективами. Это оправдание, вы считаете? Табаков. Вы про Табакова, да, я понимаю. Да, и Соломин. Это люди, которые отвечают. Это наша замечательная моя девочка любимая, которая фондом занимается. Чулпан Хаматова, любимая моя артистка. Она занимается фондом. Я не хочу раскрывать все подноготные, может быть, ей это повредит, но там тоже пришли и сказали. Понимаете? Вот они там могут прийти и сказать. Минуточку. Давайте, вот вы хорошо, что вспомнили Чулпан Хаматову, и вспомнили Табакова, и вспомнили Соломина.
Вероятно, ко всем к ним пришли. Вероятно, или, по крайней мере, Ну, не говорят им, пришли, как но себя знают, ну, вести, могут да, прийти, как да. могут, да, Да. как бы объяснить Да. политику партии и Да. правительства. Чулпан Хаматова, по крайней мере, находит в себе мужество молчать и не выступать, Да, не никогда. клеймить Её бандеровцев нельзя и ее, да, Украину и так далее. упрекнуть нельзя в этом. По крайней мере, она Да. молчит, она делает свое дело, она Да. помогает детям, и она не участвует в пропаганде. Да. Извините, ну хорошо, про ГАФ-то мы закрываем эту тему, Да. вы сказали, да? Но вот Соломин, Табаков вполне вменяемые, вполне активные, публичные люди. И они не просто молчат, они не говорят, мы вне политики или там общие слова какие-то. Они активно, допустим, Табаков просто унижает украинцев, да, говорит, что ну вы такие вот люди, непонятно какие. Да. По-моему, у Соломина там тоже какие-то подобные слова про империю или что-то в этом роде. Вот. Я этого не понимаю и не прощаю. Я этого не прощаю. Понимаешь, какая ведь вещь? Я снова говорю, это прощение и о понимании. У меня папа был КГБшник. Да ладно. МГБшник, ну, вот там где-то, ну, в тех сферах. Он был, правда, в охране у Хрущева, поэтому, значит, как бы не в застенках работал. Но он нашел в себе мужество и в старости рассказать мне, что когда вот после войны их забросили в Карпаты, Бороться с бандеровцами. переодели их в простую одежду, дали им, значит, автоматы, и они пошли, значит, бороться с бендеровцами, пошли бороться. То папа мне сумел рассказать это и сказать в какой-то момент, когда я приехала, сказала, что тихо-тихо, почему я здесь, что я делаю, от кого что защищаю, с кем я борюсь на их земле, в их домах. Понимаешь, у старика нашлось это мужество, и ему можно простить все. Он сразу уехал оттуда, каким-то там заболел, я уже не знаю, что-то схитрил, и удрал оттуда, просто удрал. Понимаешь? Значит, есть люди, которые могут осознать и не делать, не совершать преступления, не поднимать руку и не поднимать голос, который может поднять чью-то руку на жизнь человеческую и на его независимость, на его самостоятельность, на его идентичность, ну, я не знаю на что, на право быть Божьей личностью. Да, но меня шокирует... А есть люди, у которых нет меня этого шокирует понимания и количество мужества. среди известных актеров. Чем это объяснить? Вот среди известных, культовых, если так можно выразить, советских актеров. Они заблуждаются. Почему? Ну, так их приучили. Кто? Их так приучили, что... Понимаешь, у меня был такой эфир, прямой эфир, вот как сейчас у нас. Не прямой, была запись. У нас прямой. Да, и Бурляев, что-то такое сидели, мы говорили, вот и Адочка Николаевна, значит, вот наш там, я была у него председателем жюри, очень много на фестивале, да, Коля. И он что-то такое стал говорить, и говорит, она украинская актриса, ну какая она украинская, она наша. Я говорю, тихо, останавливаем запись, ребятишки. Коля, давай-ка будем уважать друг друга, я украинская артистка. Какой это год-то был? Ну, лет, наверное, 10 назад. Ага. Да, лет 10. Сейчас тоже. Я говорю, Коля, я украинская артистка. Я украинка, чуть-чуть больше уважения. Не ко мне, а вот к моему народу. Коля говорит, что я сказал? Он даже не понял, что он сказал. Ну, настолько у них в крови что-то. Многие считают, что хохлы это же ласкательно. Да, ну какое оно, да, понимаешь, вот такая штука. То же самое сейчас происходит с татарами. У нас это было тогда не агрессивно, и тогда можно было провести какой-то диалог. А сейчас нету диалога. Идет вот эта агрессия, а самое главное, что она ведь, в общем-то, небезопасна. Мягко говоря. Особенно в Крыму. Вот я об этом не и говорю. понимаю, чего бояться Она опасна. вот этим людям, которые... Она опасна тем, что не дадут образования, опасна тем, что посягают на здоровье, посягают на то, что граничит это со смертью человеческой. Вот чем это опасно. Скажите, вы откуда черпаете информацию о ситуации в Крыму и с крымскими татарами? Наверное, потому что от у Ахтема меня все-таки есть чуть-чуть. любимый человек. Это я могу заявить на весь мир. Я влюблена в этого мальчика. Я ему говорю, что его спасает только то, что у нас 40 лет разницы. Этот мальчик Ахтем Сейтаблаев. Это Ахтем Сейтаблаев, который никогда за уже 15 лет нашего знакомства, нашей дружбы не огорчил меня, вот как человека, уже долго живущего на свете, ни единым вздохом, ни единым взглядом, ни единым словом, а вызывает только восхищение. И как режиссер,
и снявший «Хайтарму», и он снимает хорошие картины у нас на Украине. Как артист, он божественный артист, замечательный. Сейчас, тем более, что он еще артист моей дочки, он работает в режиссуре Екатерины Сипанковой очень много. И как человек, с которым мы работаем, концерты, творческие встречи, и когда Ахтем выступает, рассказывает о том, что происходит в Крыму и что происходит с татарами, и немножко касается истории, и очень много-много он об этом говорит, а затем он показывает кусочек своего фильма замечательного о депортации татарского народа, и затем он читает поэму татарскую, то после Ахтема выйти на сцену, как после Пугачевой, нельзя. Зал скандирует. Это где бы мы ни были, и в АТО, и в Днепропетровске, и в Сумах, где бы мы ни были. Вот это очень важно, Анна Николаевна. Происходит. Люди сердцем откликаются на то, о чем Вот он смотрите, говорит и что он то, делает. что вы сейчас рассказываете, ну как бы для вас, вы ездите, вы это видите все время, но вот наши зрители АТР, они живут в Крыму, и немножко, как бы, ну понятно, да, это как такое, я это называю такое невидимое гетто. Изолирован, да. И изоляция присутствует. Мгм. И вот им, мне кажется, каждому крымско-татарской семье, каждый, который сейчас нас смотрит, а я уверен, что смотрят практически Гордитесь, все. гордитесь Да, такими людьми, вот как Ну, нет, вы, как не вот эти надо. мальчики, которые Спасибо сейчас большое. стоят за камерой, за теми, кто работает. Мы Кто, Ахтемом будем кто- гордиться, и, как нашей и звездой. гордитесь Да. Ахтемом Сейтаблаевым. Он герой, он же провел у нас колоссальное количество передач «Храбрые сердца», которые рассказывают про воинов, о аэропорт. О киборгах он рассказывал. Да, вообще, и это люди не отрываются от телевизора. Он высококультурный, большого сердца и очень мощного ума татарин. Анна Николаевна, меня сбили, я хотел договорить, а договорить Давай. вот о чем. Что это очень важно, на мой взгляд, каждому крымскому татарину сейчас знать о том, что Украина про них не забыла. Нет, нет, ни на минуту мы не забываем о тех людях, которым сейчас плохо. Людям, которые верят в то, что возродится татарский народ, потому что есть люди, и вы знаете, вот татарские мужчины, они настоящие мужчины. Бог им в помощь и в защите своей семьи, своих детей, и своей земли, и своих убеждений. Невероятные слова, конечно. Это Очень трудно им от чистого соответствовать. сердца. От чистого Очень трудно сердца. соответствовать им. Потому что сейчас, конечно, очень тяжело. Вы понимаете, какой там в Крыму царит страх. И как бы в любой момент могут там вломиться в дом какие-нибудь казаки там, или кто-то еще. И вот эта реальность вернулась, какая-то околовоенная реальность такая, да, когда ты беззащитен. И есть, ну, грубо говоря, там, полицай, начальник. Сила есть, да. против которой ничего не попишешь. Как вот в 4 часа утра зашли, да, 15 минут, дали на сборы и сказали, уходите. И выжили только те, кто взял свой хлеб и воду. Потому что 3 суток не давали. А как можно выжить против силы? Вот что делать людям? Как бороться с вот этим окружающим миром, который тебя хочет сравнять, заткнуть? Я тебе могу сказать, у мужчин своя задача. Вы крымским Пусть они татарам ищут скажите, еще. не мне. Я говорю, вот мужчин у татарских. А женщины, берегите. Берегите друг друга. Берегите свою землю. Берегите свой дом. Берегите своих детей. Женщинам, в общем-то, не привыкать. Зажаться и быть мужественными, быть мудрыми и быть терпимыми, терпеливыми. Потому что, а самое главное, не потерять вот то, что Господь даровал. Любовь к своему ближнему и доброту человеческую. Вот это, мне кажется, как вода камень точит, так оно переточит. Вот это наша любовь и наше терпение. Анна Николаевна, спасибо вам огромное. Я почти даже расчувствовался от ваших слов, хотя адресованы они были не мне, но действительно можно только присоединиться, потому что крымско-татарские женщины, они, конечно, многое на себе несли всегда. Нет, как говорит у нас на Украине, и это вот оно рвется прямо из души. Я б і небо прихилив, щоб помогти. Вот мы бы и небо наклонили, чтобы помочь вам. Но, к сожалению, это невозможно.
Вы знаете, мне кажется, что такие люди, как вы, могут наклонить небо. Ну вот нужно стараться Спасибо это вам делать. большое. К сожалению, передача заканчивается. Можно говорить очень долго с вами. Я надеюсь, что мы еще встретимся с вами в Дай этой Бог, студии. если вот будет возможность и будет повод, я с радостью. Спасибо вам за внимание. Мне самому было очень хорошо и интересно. Надеюсь, вам тоже. До встречи в следующую среду.